Год 9, день 4. Полет нормальный. Во всяком случае, я на это надеюсь. Но даже если ваш организм отравлен, причем не столько алкоголем, сколько гремучей смесью Галкина-Баскова на голубых экранах, то вот вам энергетический напиток. Я бы даже сказала, глоток свежего воздуха. Программа «Энергия», умудрившаяся в эти новогодние дни обойтись без отечественных звезд. На самом деле звезды среди энергетиков и свои имеются. Еще какие. И поют без фонограммы, и пляшут без подтанцовки, и стихи, песни сами сочиняют, и костюмы оригинальные шьют. Само название «Конкурс профессионального мастерства» может ввести в заблуждение, потому что проверка профессиональных качеств была лишь первым этапом соревнования. А второй, заключительный, был во многом творческим, так что зрители ждали зажигательного шоу. Собственно, они его и получили. Но не будем забегать вперед. В конкурсе профмастерства, проводимом каждый год перед Днем энергетика, нынче соревновались водители, диспетчеры и авторемонтники НГРЭС. Пожив некоторое время на вольных хлебах, коллектив автотранспортного цеха вернулся в освояси, то есть в состав станции. Впрочем, ни связи с коллегами, ни своих артистических способностей он не растерял. Откатав обязательную программу на полигоне, участники вышли на сцену актового зала. Это мероприятие, кстати, было первым после капитального ремонта. Зал целых 25 лет практически не обновлялся и представлял собой живой пример скудной советской архитектуры и дизайна. За несколько месяцев помещение покрасили, надстроили балконы, поставили удобные кресла, новое световое и звуковое оборудование, ну и, конечно, украсили. В этом 11-м по счету конкурсе соперничали две команды. ВИП-такси «Народное», то есть водители автобусов, и «Царские конюшни» – это про тех, кто на легковых авто. Кстати, в состав каждой команды были включены девушки. Программу вел специально приглашенный майор ГАИ, а журило, судило и буквально рулило руководство станции. Несмотря на то, что мероприятие традиционно имеет глубокую и обстоятельную подоплеку, как то безаварийная эксплуатация транспорта, сокращение нарушений ПДД, повышение дисциплины водителей, именно так формулирует смысл конкурса служба охраны труда, с подачи которой он и проводится. Так вот, несмотря на всю эту формальность, праздник получился очень даже неформальным. Зрителей полный зал, конкурсанты на высоте, и победитель тоже определен. Им стала команда «ВИП-такси Народная». А вот чтобы стать участником акции в Новый год без долгов, проводимой теплосбытом НГРЭС, никаких особенных дарований не нужно, кроме разве что недремлющей совести, не дающей спать спокойно должникам. 18 декабря состоялся розыгрыш среди тех, кто теплосбыту ничего не должен. В результате 8 победителей получили призы и благодарность от энергетиков. И еще кое-что о подарках прямо сейчас. Все уже, наверное, порядком подзабыли те времена, когда лучшим подарком считалась книга. А вот энергетики, похоже, помнят. По заказу дальневосточной генерирующей компании в свет вышла брошюра с картинками под названием «Занимательная энергетика» или «Путешествие по ТЭЦ». Представители молодежной организации ТОК НГРЭС по просьбе руководства компании передали книжки в общеобразовательные школы района, дабы ребята, пусть и на примере Нечульманской и Хабаровской ТЭЦ-3, смогли познакомиться с непростым процессом производства и применения тепловой и электрической энергии. Таким образом, можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, помочь старшеклассникам в изучении одной из сложных тем общеобразовательной программы, а во-вторых, привлечь их внимание к самой профессии энергетика. Молодежные лидеры НГРЭС в подшефную 6-ю школу пришли прямо во время уроков, чем порядком удивили и учителей, и учеников. Кроме полезного чтива, подарили еще и сувениры на память и пригласили на станцию, для начала в гости, а через несколько лет, быть может, и на работу, востребованную, интересную, главное, оплачиваемую. Услышав такое предложение, ребят сначала призадумались, а потом весьма удачно вспомнили о приближающемся празднике. В общем, ушли от ответа. Кстати, вышеупомянутые книжки достались не только школам, но и учащимся, уже успевшим побывать с экскурсией на Нерюнгринской ГРЭС, а также городской библиотеке, так что теперь они доступны всему читающему и интересующемуся населению.
К слову, подобная акция не первый и, надо полагать, не последний знак внимания, оказанный подрастающему поколению со стороны энергетиков. Руководство ДГК и все его филиалы помогают воспитанникам детских домов, школ, малообеспеченным семьям и юным спортсменам. Так, хоккеистам клуба «Энергия», победившим в 2008 году на турнире «Золотая шайба», достались не только слава и медали, но и денежное поощрение генерального директора открытого акционерного общества ДГК Валерия Левита. Если уж потенциальных будущих своих сотрудников энергетики не обделили вниманием и подарками накануне собственного профессионального праздника, то что уж говорить о работниках бывших. Для них, то есть для пенсионеров Нерюнгринской станции, обыкновенно в декабре организовывают праздничный вечер. Ничего не изменилось и теперь. Столовые украсили, накрыли столы, приготовили угощения, собрали гостей. В основном это представительницы слабого пола. Администрация и профсоюзный комитет Нерюнгринской ГРЭС поздравили, поблагодарили, вручили сувениры и подарки своим ветеранам. Но одним лишь застольем, разумеется, ограничиваться не стали. Виновники торжества участвовали в различных конкурсах, сами пели и слушали любимые песни в исполнении ансамбля «Рамада». Функции тамады были возложены на ведущих, приглашенных из Центра культуры и духовности имени Пушкина. Кроме того, мероприятие посетила и агитбригада из числа бывших комсомольцев-энергостроителей, которые развлекали гостей выступлением в стиле ретро. Обещает ли Новый год новое счастье? Этот вопрос пока остается открытым. А вот новая сказка у детей и их родителей уже была, у кого-то даже несколько раз. Взрослые корпоративы, разумеется, не в счет. Сказочного там на самом деле маловато. А вот утренники и елки, над которыми трудился весь творческий коллектив Дома культуры Якутия, оказались замешаны сразу на нескольких сказочных историях. Судите сами. Для дошколят и младших школьников были проведены 6 новогодних утренников под названием «Как Баба-Яга детей запутала». Помимо привычных Деда Мороза, очень смахивавшего, кстати, на одного ветерана поселка энергетиков, помимо Снегурочки, здесь были замечены Зимушка, Хоттабыч, Буратино, Змей Горыныч, а еще просто Волк, Белочка, Заяц и не просто, а символ наступившего года – бычки, Плюшка и Бублик. Ну и, собственно, Баба-Яга – единственный отрицательный персонаж, которому так и не удалось сорвать ребятам праздник. В этих же числах для старшеклассников 14-й Серебряноборской школы были проведены дискотеки, тоже с театрализованным, но адаптированным к публике представлением, конкурсами и играми. Кроме того, некоторые из героев новогодней сказки встречали жителей поселка энергетиков и в новогоднюю ночь у парадного входа Дома культуры. Развлекали гостей частушками, играми, танцами и всевозможными конкурсами. Задолго до праздника на здешней площадке серебряноборские энергопредприятия вместе с администрацией поселка установили и нарядили елку, залили горки, соорудили сказочные снежные фигуры. История человечества – это в основном история идей, удачных и не очень. Некоторые идеи оказываются настолько симпатичными, что к ним хочется возвращаться снова и снова. Кубок вызова сами энергетики долгое время воспринимали как собственный праздник спорта, дружбы и сплоченности. Впервые проведенный более 30 лет назад, турнир с каждым годом собирал все большее количество участников, добавлял в программу соревнований новые виды спорта и кочевал по различным городам и поселкам Якутии. И все энергетики прекрасно знали, что в конце каждого года их ждут традиционные состязания. Однако что-то в этой стройной и налаженной системе поломалось. Связано это, очевидно, с реформированием энергетики, реорганизацией структуры Якутскэнерго, а если конкретно, то переходом Нерюнгринской ГРЭС в подчинение Хабаровску, а южно-якутских электрических сетей – Благовещенску. Так или иначе, в 2007 году энергетики Южной Якутии остались совсем без кубка. Было бы обидно лишиться такой полезной для здоровья традиции, подумали на Нерюнгринской ГРЭС и вернули людям полюбившийся спортивный праздник. 32 года назад, вдумайтесь только, 32. Наш город только появился, да, на карте. Олег Алексеевич организовал вот этот турнир. И все эти годы, за исключением 2007-го,
когда, так сказать, наша отрасль, энергетика трансформировалась, мы постоянно встречались на земле Чульмана, Нерюнгри, Алдана. Благодарю вас, Олег Алексеевич. Мы с честью пронесли ваше завещание. Я надеюсь, что 40-е игры вы точно так же будете открывать. Так что родиной Кубка Вызова по справедливости считают Алдан, а родителем – бывшего руководителя южно-якутских электрических сетей Олега Мельниченко. Свой пост он не так давно передал молодому Игорю Шкурко, а сам отправился на заслуженный отдых. В 70-х годах, правда, по моей инициативе, мы, значит, решили отмечать, значит, День энергетика, значит, приятными спортивными событиями. Вот. То есть организовали Кубок Вызова, вот, где у нас культивировалось, значит, несколько видов игровых спорта. Это, значит, баскетбол, волейбол, шахматы, бильярд, плавание и так далее, и так далее. Пригласили к себе в Алдан на первый турнир, значит, спортсменов компании «Якутскэнерго». Это, значит, Чульманская ГРЭС, центральные электрические сети, южные сети, вот, представители, значит, северных сетей. Это был первый турнир, посвященный Кубку энергетика. Вот, значит, и вот таким путем заложили традицию ежегодно, еще в течение 30 лет эта традиция у нас продолжается. Ну, это, во-первых, значит, очень благоприятно, значит, влияло у нас на социальную сферу, на взаимоотношения между, значит, предприятиями компании «Якутскэнерго», значит, взаимопонимание между руководителями, профсоюзами и так далее. Значит. Вот на прекрасном уровне проходили эти соревнования, даже учитывая те непростые времена, 90-е годы, ни единого случая не было, чтобы мы не, значит, выезжали либо в Нерюнгри, либо в Мирный, либо в Якутск, либо в Алдан, где с очень хорошей организованностью проводили эти турниры. Вот. Последнее время, значит, особенно 6-й год, это единственный год, когда был, 7-й вернее, когда был пропущен этот турнир. Ну, надо сказать, что немало в этом и моя заслуга, потому что я ушел на заслуженный отдых. Значит, ну, видимо, не дошлось и времени у руководителей Якутскэнерго, и в новообразованных компаний ДРСК, ДГК продолжить эти традиции. Ну, благодаря, значит, директору Нерюнгрийской ГРЭС, моему очень хорошему другу, вот, этот турнир был возрожден. Большое спасибо за приглашение на этот турнир. Значит, все проходит прекрасно, как всегда, на очень хорошем уровне. Вот, значит, прекрасно экипированы спортсмены. Несмотря ни на какие, значит, и встречи прекрасные, все организовано чудесно. Вот. Поэтому хотелось бы сказать очень большое спасибо всем руководителям, которые пошли, так сказать, на определенные затраты и отправили свои команды, значит, на этот турнир. Значит, и особое вот мнение коллективу и руководству Нерюнгрийской ГРЭС за то, что всегда так стабильно, так хорошо и красиво, значит, проводит этот турнир, значит. Ну, это прежде всего, значит, и социальные, так сказать, отношения, и климат в коллективах, значит, это и, значит, для людей прекрасная возможность, значит, и не только, значит, посоревноваться, но и отдохнуть, пообщаться, вот, решать какие-то общие вопросы энергетики. Кстати, Олег Мельниченко сам бывший футболист и всегда поддерживал не только спортивные привычки сотрудников своего предприятия, но и его спортивную базу. Отсюда и успехи алданских энергетиков. Особенно сильна их волейбольная команда, вечно соперничающая с нерюнгринцами. А вот в баскетболе равных нет игрокам открытого акционерного общества «Нерюнгри Энергоремонт». В этом, безусловно, немалая заслуга мастера спорта СССР, старшего мастера цеха специализированного ремонта Александра Пехова. И в целом следует отметить, что неровцы играли в своем звездном составе. За команду выступали сильнейший волейболист, главный инженер Алексей Герасимов, универсальный игрок и спорт-инструктор Дмитрий Рябов. Генеральный спортсмен и директор предприятия Михаил Деревяшкин, правда, в этот раз присутствовал на турнире лишь в качестве почетного гостя и зрителя, а на площадку так и не вышел. Хотя ему была бы гарантирована поддержка, пожалуй, самого неравнодушного болельщика, какого только можно представить, собственного сына. Заканчивая третий день, подводя итоги соревнований, прежде всего хочется сказать огромную
выразить огромную благодарность, сказать огромное спасибо Тарасу Олегу Владимировичу, за то, что ему хватило энергии, настойчивости, возобновления нашего традиционного энергетического Кубка Вызова. Сегодня в нем участвуют представители разных компаний. Это и ДЭК, и ДГК, и ДРСК. Но тем не менее встретились старые друзья на площадке. Это всегда волнительно. И в острой бескомпромиссной борьбе определили, кто сильнейший. Но самое главное достижение этого турнира – то, что спорт, здоровый образ жизни в каких бы ни было экономических ситуациях продолжает оставаться самым главным вопросом на повестке дня. И мы стараемся сделать все для того, чтобы наша молодежь, наше подрастающее поколение больше внимания уделяло спорту, физической культуре. Теперь детали. Кубок Вызова несколько лет назад уже проводился в Нерюнгри. И тоже на малой спортивной арене комплекса «Шахтер». В этот раз соревнования прошли с 5 по 7 декабря. Соперничали в них 4 команды. НЭР, Южно-Якутские электрические сети, Чульманская ТЭЦ и Нерюнгринская ГРЭС. Видов спорта 7. Уже упомянутый волейбол, баскетбол, а еще футбол, настольный теннис, плавание, шахматы и бильярд. Все очень даже по-взрослому. Парад открытия, парад закрытия, яркая форма, строгие судьи, серьезные подарки. Никаких отговорок типа «победила дружба». Обладатель Кубка Вызова был определен. Им стала команда Нерюнгринской станции, которой уступили спортсмены НЭРа. Гости из Алдана заняли 3-е место. Вот и закончилась официальная часть нашего спортивного праздника. Я всех рад вас видеть, всех поздравляю вас с нашим праздником, поздравляю вас с наступающим Новым годом, поздравляю с наступающим нашим профессиональным. Я хочу, чтобы на этих турнирах было еще больше молодежи, а то вот Александр Михайлович в одно лицо выиграть может у всех. А если туда еще Алексея Николаевича добавлять, вообще бороться невозможно. Молодежь надо привлекать, молодежь надо привлекать. Молодежь ли, старики ли, мужчины или женщины, на самом деле не важно, кто именно выигрывает и встает на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Важно, что все они, во-первых, энергетики, а во-вторых, все они в спорте. А вот это уже, согласитесь, хорошо и правильно. А теперь главное событие декабря, разумеется, для главных героев нашей программы. Это бесспорно День энергетика. Споры на самом деле вызывает лишь один вопрос. Когда все-таки его отмечать? Дело в том, что официальные календари предлагают Днем энергетика считать последнее воскресенье года. А вот сами энергетики дату эту, мягко говоря, не признают и упорно отмечают праздник 22 декабря, то есть в день, когда был принят исторический план Гойл-Ро. Думается мне, что есть еще как минимум одна причина, по которой 22 декабря представляется виновником торжества более предпочтительным для, собственно, самого торжества. Ведь это самый короткий день и самая длинная ночь. Об этом резонном обстоятельстве не вспомнил только ленивый. А почему вот все профессиональные праздники отмечаются в выходной день, а День энергетика в один день, в рабочий, когда попадает 22 декабря. Ну, тут понятно, да, сама история говорит о том, и уважение нашего народа, нашей страны к этому празднику, к этой профессии, нашей профессии. То есть, в моем понимании, этот праздник стоит наряду с такими праздниками, как Новый год, 1 мая, 9 мая. И поэтому мы гордимся тем, что так получилось, что 22 декабря, в самый короткий день в году и в самую длинную ночь, мы, энергетики, отмечаем свой праздник, потому что так совпало. Так как коллектив предприятия НЭР большой, то и зрительный зал Дома культуры Якутия был полон. Как следует отмечать профессиональный праздник на предприятии? Правильно, точно так же, как и Новый год. Для начала подвести итоги, затем наградить отличившихся, а под занавес и какую-нибудь песню спеть. Все, в общем, так и было. А если серьезно, то коллектив НЭРа в этом году заработал 400 миллионов рублей. Основные работы проводились на объектах постоянного заказчика – Нерюнгринской ГРЭС. Представители станции также заверили коллег, что работы хватит и в наступающем году, так как деньги на реконструкцию тепловых сетей уже выделены.
мы с вами, как говорится, связаны одной цепью и одной целью. Все наши беды, все наши горести мы проходим вместе. Ну и праздники мы стараемся праздновать тоже вместе. Спасибо вам. С праздником вас, дорогие друзья! Кроме того, энергоремонтники славно поработали и в республике. В Якутске, Алдане, Хандыге, Сулгачах, Ильдикане, Усть-Мае, Чурапче и за ее пределами, в Читинской и Амурской областях. В нашем городе специалисты НЭРа выполнили ремонт и перекладку тепловых сетей, реконструкцию освещения на Чурапчинской улице, а также монтаж уличного освещения в Серебряном Бору. По итогам года почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации был награжден начальник участка кислородно-компрессорной станции Дмитрий Ищук. Благодарность этого же министерства заслужили изолировщик цеха специализированного ремонта тепломеханического оборудования Анна Малыхина и слесарь цеха внешних работ Анатолий Камышник. На торжественном вечере вспомнили и о других нетрудовых успехах предприятия – спортивных и социальных. Энергетиков поздравили представители поселковой, городской, районной администрации, но лучше всех суть бренда НЭР объяснили дети. Мама завтрак сделала и зовет к столу. Подкреплюсь немного и в садик побегу. Если бы не НЭР, трудяга, в школе не было звонков, не узнали бы ребята, что закончился урок. Коллектив Нерюнгринской ГРЭС торжественное собрание проводил на своей территории, то есть в актовом зале. Работа у него, видите ли, такая. Оторваться от производства не представляется возможным. А в остальном картина похожая. Те же итоги за год, те же награждения. Шутка ли, почти 150 человек были отмечены ведомственными и государственными наградами. Те же представители исполнительной власти, предприятий и организаций района со словами, приветствиями, поздравлениями, пожеланиями, подарками. Администрация поселка, жители поселка Серебряный Бор искренне от души благодарят вас за вашу работу. Не буду сегодня долго говорить, многие слова сказаны. Мы любим вас, мы надеемся на вас, мы гордимся вами. С Днем энергетика вас, здоровья, благополучия, удачи! На собрании поздравили и поблагодарили победителей спартакиады трудовых коллективов предприятия, проходившей в течение последнего квартала. Лучшими тогда стали команды котлотурбинного цеха, аппарата управления и электрического цеха. Также вспомнили победу команды «Энергия» над соперниками из Беркакита и Алдана в турнире по хоккею с шайбой среди ветеранов. На сцене в этот день выступали только станционные артисты. Благо, за год по результатам многочисленных конкурсов и смотров накопилась целая подборка нетленных хитов художественной самодеятельности. Можно отправляться в турне. В условиях мирового финансового кризиса, согласитесь, неплохой вариант подзаработать. Если, конечно, руководство отпустит. Поздравлять энергетиков с профессиональным праздником именно 22 декабря не строго обязательно. Да, день уже прибавил целых 13 минут, но мы еще успеем прочувствовать всю необходимость их работы. Благо зима у нас долгая и морозная. Это я себе такое оправдание придумала. Почему поздравляю именно теперь, а не 2 неделями раньше, как положено. Но зато сейчас я могу поздравить всех зрителей программы «Энергия» с приближающимся Рождеством Христовым. Желаю вам каких-нибудь чудес, потому что все остальное, и хорошее, и плохое, непременно будет, и с этим уже ничего не поделаешь. Это была программа «Энергия». До скорой встречи. Берегите себя, и не только себя. Декабрь простуженный, приходи ко мне ужинать, мои мысли подслушивать, расплетать снегокружево, без подарков застенчивых,
декабрь заснеженный, все гирлянды развешаны, все бокалы расставлены и ошибки исправлены. Не болтать и не ворожить, приходи ко мне просто жить. Декабрь, считай года от сегодня и навсегда. В Новый год я как в новый мир, только старых хватило б сил распрощаться с тобой, как в